Обратите внимание, на здании располагается надпись, да? Черным Да. цветом. У вас есть предположение, какую информацию может нести эта Ой, надпись? я даже никогда и не обращала внимания, не читала. Это вообще ничего не понятно, что такое. Ну какая это может быть надпись? Я не понимаю. У вас есть предположение, какую информацию несет? Нет, это граффити? не знаю даже. Я даже не понимаю, что там написано-то. Я не знаю. Испоганили, да и все. Ну, молодежь заняться нечем, мы даже не обращаем внимания. С работы домой. Ну, никакой, некрасиво. Данный опрос проводился нашей съемочной группой ровно год назад и показал, что горожане не осведомлены о том, какого характера информацию несут подобные объявления. Соли, миксы, спайсы и GVH – не что иное, как наркотические вещества, распространение которых карается законом на территории нашей страны. Незаинтересованный обыватель просто не придаст должного значения подобному граффити, воспринимая его не иначе, как простой акт вандализма. А вот целевой потребитель без труда считает необходимую информацию. Практика показывает, бороться с таким способом распространения смерти невозможно без привлечения к проблеме пристального внимания общественности. Кадры, показанные на экране, датируются середины января 2017 года. Тогда стены городских зданий буквально пестрили такими объявлениями. За год произошли позитивные подвижки. Большинство старых граффити закрасили рабочие и управляющие компании. Из свежих черте города удалось найти только одно, располагающееся на здании бывшего управления Башметь. Действительно, в последнее время наш город заполонили непонятные надписи на стенах домов, на стенах заборов. Это все реклама идет наркотиков против нашей молодежи. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям отдела внутренних дел по городу Сибай была проделана огромная работа и выловлены целый ряд лиц, которые занимались распространением наркотиков. И сегодня эти крупные наркоторговцы, дилеры, они ищут своих сторонников по городскому округу. Всего за 2017 год, согласно итоговому отчету, отделом МВД России по городу Сибай было выявлено 86 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято порядка 3,5 килограмм наркотических веществ. Уголовная ответственность, как комментируют представители МВД, наступает и в отношении людей, распространяющих подобное граффити. Она попадает под статью 6.13 «Пропаганда наркотических средств» и влечет за собой административное наказание. Таким образом, любой легкий заработок, который обещают дилеры, всегда ведет к серьезным проблемам с законом. Они связываются, естественно, по интернет-сетям. Очень сложно их отследить, конечно, но отслеживаются, ловятся. Естественно, те ребята, которые попытались как-то заработать на этом, войти в эту систему, они пострадали, потому что в любом случае это заканчивается очень плохо. И если проблему распространения подобных объявлений в черте города практически удалось ликвидировать, то теперь очаг с новой силой разгорелся в поселке Старый Сибай. От струи баллончика пострадали остановочные павильоны, заборы и стены отдельных зданий. Многие из них полностью или частично закрашены местными жителями. Для того, чтобы подобные рисунки и все, что с ними связано, не продолжили распространяться дальше, специалисты призывают горожан проявлять бдительность и сообщать обо всех случаях в профильные ведомства. Ринат Музафаров, Фали Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.